Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Ежедневно коронавирусной инфекцией в республике заболевает более 200 человек, и больше половины из этого количества заболевших регистрируются в районах Якутии. Как борются с COVID-19 медики Мирнинского района, мы спросим у главного врача Мирнинской центральной районной больницы Татьяны Стручковой. Татьяна Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Если посмотреть на общую статистику по республике, то как обстоит ситуация с COVID-19 именно в Мирнинском районе? Можно ли назвать ситуацию напряженной? С апреля месяца у нас зарегистрировано 3082 человека подтвержденного COVID-19, из них 342 ребенка, 3140 взрослых. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится по району 1053 человека, и в ковидном стационаре у нас сегодня находится 115 человек всего, и из них 65 подтвержденных, в стационаре Айхальской городской больницы 14 человек. За время всей пандемии вылечилось от COVID-19 2124 человека. Из них 220 детей, 1904 взрослых. Ну, оценка, если так говорить про ситуацию, конечно, ситуация у нас напряженная, но все мы стараемся, всеми силами работаем, боремся с COVID-19. Мирнинская районная больница с октября считается ковидным центром. Скажите, сколько к вам поступает на лечение пациентов из других районов нашей республики? Ну, согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия от 23 октября мы являемся ковидным центром. И к нам, первые пациенты к нам поступили с авиацией 28 октября, 3 человека из Нюрбы. Сейчас санрейс выполняется практически регулярно каждый день. И всего к нам поступило 25 пациентов из Нюрбинского, Оленёвского, Анабарского районов, Верхневилюйского, Вилюйского, Сунтарского, Улусов, Чаяндинского месторождения и города Удачного. Но так как мы не всех принимаем, мы принимаем по приказу, это КТ-3, КТ-4, это поражение свыше 50% и выше. Насколько я знаю, в Мирнинской больнице появился новый аппарат компьютерной томографии, кислородная станция, а также обновился автопарк скорой помощи. Скажите, как эти изменения повлияли на работу учреждения? Но если начать предысторию, в 2019 году в апреле месяце нашу больницу посетил наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев. И тогда у нас как раз проходил хозактив акционерной компании «Алроса», и он дал задание, чтобы для нашей больницы приобрели или КТ-аппарат более мощный, или аппарат магнитно-резонансной томографии. В 2020 году, в апреле месяце, для нас был куплен акционерной компанией «Алроса», ну и, естественно, благодаря генеральному директору Иванову Сергею Сергеевичу, компьютерный томограф 64 среза. После получения всех разрешений, установки, этот аппарат был введен в эксплуатацию в июле 2020 года, и как раз, кстати, он встал, по иронии судьбы, в красную зону, и нам стало намного легче проводить компьютерную томографию для диагностики ковидных больных. В первую очередь проходит обследование здесь, в этом. С появлением этого аппарата значительно ускорилась диагностика. У аппарата очень высокая пропускная способность, и аппарат выдает высокоточное трехмерное изображение. И на само исследование требуется гораздо меньше времени, чем на предыдущем аппарате. И с 16 июля на новом аппарате компьютерной томографии было сделано 5497 исследований. На старом аппарате с начала пандемии сделано 1500 исследований. Появилась у нас и, конечно, наша долгожданная кислородная станция, благодаря Министерству здравоохранения Республики Саха-Якутия. Эта станция на 56 мест. Мы эту станцию всю жизнь хотели и мечтали о нем. В палаты подведены кислородные подводки, и консоли подключены к палатам. И это действительно намного улучшает качество работы и качество подачи кислорода для аппаратов ИВЛ, которых мы получили также благодаря Министерству здравоохранения. Мы получили 3 новых аппарата Мендрей и 1 новый аппарат Авента. И практически у нас работает 10 аппаратов ИВЛ
За один раз мы можем подключить 10 аппаратов ИВЛ. Также в июле месяце Мирнинская ЦРБ получила новый реанимобиль класса С, а в октябре прибыли еще 2 новых машин скорой медицинской помощи класса Б. Поэтому мы сейчас очень хорошо оснащены, и это очень нам благодаря новым машинам увеличилась мощность автопарка скорой медицинской помощи и значительно сократилось время доезда до пациентов. Все эти машины оснащены всем необходимым оборудованием. В салонах автомобиля установлены аппараты ИВЛ, которые нам очень помогают при доставке тяжелых больных из наших поселков Светлого, Чернышевска, Алмазного и Орлаха. Скажите, а как обстоят дела в районе с диагностикой в общем? Как берут анализы, как быстро их обрабатывают, что очень важно, и хватает ли тестов на всех? По распоряжению главы республики 7 апреля наша иммунологическая лаборатория была перепрофилирована в ПЦР-лабораторию. За это время всего проведено 60 901 исследование. На сегодняшний день у нас организован центр тестирования совместно с медицинским центром «Алроса». Анализы, которые были взяты у пациентов в течение дня, мы, например, взяли анализы, утром мы это все собираем, вечером это все собирается, к утру уже доставляется в нашу ПЦР-лабораторию, и к вечеру все результаты готовы, и на следующий день мы уже информацию передаем в поликлинике МЦРБ, и оно рассылает информацию всем больным. Как говорится, кадры – это наше все. Можно ли говорить о том, что у вас остро стоит кадровый вопрос, потому что дефицит медиков в районах наблюдался и до пандемии, а сейчас к этому все-таки добавилась и напряженность работы, и необходимость сменяемости, потому что, к сожалению, врачи тоже иногда болеют. Справляетесь ли вы? Сейчас укомплектованность у нас врачами 71%, средним медицинским персоналом 81%, младшим персоналом 100%. Общая укомплектованность наша составляет 48%. Да, дефицит у нас есть, но мы справляемся, распределяем нагрузку между специалистами, обучаем наших врачей в соответствии с регламентами, и они могут работать в инфекционном стационаре. У нас основная проблема – это недостаточное количество врачей-реаниматологов, однако здесь нам очень помогает оперативный штаб Министерства здравоохранения республики, и когда мы к ним обращаемся этим вопросом, они очень быстро решают эту проблему и направляют нам нужных специалистов. Поэтому, в принципе, и также у нас есть возможность пригласить еще из Российской Федерации, поэтому, в принципе, у нас ковидный стационар работает в достаточно нормальном режиме. В принципе, кадрами они все обеспечены. Но насчет того, что, конечно, о том, что врачи болеют, у нас, как обычно, но не как обычно, наши врачи в ковидном стационаре, в принципе, ни один врач не заболел. Они очень хорошо защищены, они соблюдают все рекомендации, грамотно используют СИЗы, хорошо защищены и обучены в работе в новых условиях. Скажите, а как ведется работа по контролю за приезжающими в Мирнинский район на вахтовую работу? Ответственность ведением контроля за прибывающими вахтовыми работниками лежит, конечно, на их работодателях. Они организуют обсерваторы, куда селят прибывших. Наша задача здесь своевременно и грамотно оказать необходимую медицинскую помощь. Если из них кто-то заболевает, они вызывают, если с признаками ОРВИ, то мы к ним выезжаем, берем анализы, госпитализируем всех, кого необходимо, и наблюдаем пациентов, так как они территориально находятся у нас. Какой бесценный опыт получили медики в борьбе с COVID-19 и как, на ваш взгляд, эту работу можно усовершенствовать? Опыт, конечно, мы получили колоссальный. Сначала было, конечно, очень страшно. Когда начали поступать первые заболевшие, это были вахтовые работники, страшно было. А самое страшное было, когда заболел наш первый житель из нашего города. Но
Мы, конечно, были теоретически подкованы уже, и Министерство здравоохранения с нами все время и в режиме ВКС с нами проводило занятия, как нам следует быть. Мы были обучены все. Ну и к нам приехал Алексей Амосович Яковлев, и он, который первый организовал первый обсерватор в городе Якутске. И мы, конечно, получили практическую помощь. Также у нас очень развита система телемедицинских консультаций. Проводились консультации с ведущими врачами-инфекционистами республики, Якутской республиканской клинической больницы, главным инфекционистом Снежаной Спиридоновной Слепцовой. Ну, поэтому, в принципе, нам было, конечно, сначала страшно, но мы чувствовали, что все нам помогают и теоретически, и практически. И поэтому мы вместе, в принципе, как-то преодолели этот страх и начали бороться с ковидом, и начали лечить первых больных ковидом. Ну, как-то вот так. По линии Министерства здравоохранения двое наших специалистов сейчас были направлены на обучение в Москву, больницу в коммунарке. Это Бурнашова Саргалана Станиславовна, заведующая инфекционным отделением, и Кенгелдеев Еркин Курсанбекович, это врач-анестезиолог и реаниматолог. Так, ну и еще, такой еще у нас опыт, что мы не дожидаемся, пока человек станет КТ-3, КТ-4, мы сразу начинаем лечить стационарно КТ-1 и КТ-2, это и 10, и 15%, что не доводить людей до 3-4 степени, до тяжелой степени. Таким образом мы выигрываем время и не допускаем развития обширного поражения легких. Конечно, таких больных лечить легче. Татьяна Петровна, я благодарю вас от всей души за эту беседу. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Желаю вам, конечно, и вашим коллегам крепкости духа и крепкого здоровья. Большое спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Как борются с COVID-19 медики Мирнинского района. Мы говорили с главным врачом Мирнинской центральной районной больницы Татьяной Стручковой. Берегите себя, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.